Ну что, дорогие друзья, будем начинать. Мы сегодня с вами хочется поговорить об экономике. Это очень важная часть жизни нашей. Мы проводим на работе, взрослые люди, 8 часов в день, больше даже. То есть основную часть своих сил, своего времени мы этому посвящаем. И поэтому то противоречие, которое Лилия Николаевна сказала, о том, что вера воспринимается как что-то отдельное от экономики, это естественное следствие вообще разделенности нашей. Все должно быть единым человеку. Вера должна протекать в жизнь, на вере должна строиться экономика. Какая вера, а собственно такая экономика. Поэтому они на самом деле связаны только такими глубинными ниточками. Вот мы попробуем сегодня в этих ниточках разобраться, как эти ниточки сделать лайфхак. Вообще человек сам по себе, с экономической точки зрения, существует удивительно и уникально. Он только один такой. В Библии читаем, вначале сотворил Бог небо и землю. Небо – мир духовный, земля – мир видимый, материальный. Только человек, он присущ и тому миру, и другому. И миру чувственному, то есть у нас есть тело, мы в этом мире наместники, да, управители. И миру умному, умопостигаемому, духовному. Хоть он для нас сегодня кажется закрытым, но мы же молимся, значит, мы с Богом общаемся. И посадил Господь человека в саду Эдемском, чтобы возделывать и хранить его. То есть мир создан Богом прекрасно, совершенно. Но этот мир тоже можно сделать еще лучше. И одно из первых заданий, которое человеку дается наряду с заповедью «Плодитесь и размножайтесь», это задание весь мир соединить с Богом, в том числе в материальном плане. Иногда ведь мы можем это заметить. Идешь по улице, вот смотришь, что-то разрушено, набросано, грязь. Человеку, который живет в природе, обычно такого не бывает. В природе даже бурелом, но он тоже по-своему красивый. А вот такая вот именно какая-то греховная грязь. А иногда тоже человеческими руками, но сделано вот настолько красиво, настолько удобно. Там, в Дивеевском монастыре. В последние годы бывал, там вот каждый уголочек как-то продуман. И тут какая-то скамеечка, и тут какой-то фонтанчик, и тут выложено, и тут посажено. И вот действительно находишься как в райском саду. И тут ты поворачиваешь голову, храм, да, поворачиваешь голову, сон, беседка, больница для нуждающихся, школа, прямо тут вот все. Знаете, действительно такой вот как райский угол. И человек это, и то, и другое он может сделать сам. Человек не от мира сил. Он всегда что-то хочет, он всегда что-то создает. Животные не так. Они приспособились к окружающему миру. То есть насекомые, птицы, рыбы, звери, они адаптируются к этому миру. Да, они строят, муравейники строят с муравьями, бобры делают плотины. Но у них нет тяги к творчеству. Человек постоянно будет стремиться меняться, постоянно будет стремиться совершенствоваться. У него есть свой внутренний мир, который он выражает через экономику, вообще через свою деятельность. То, что нам показывают иногда, слонов, которые умеют рисовать, дельфинов, которые умеют рисовать, это просто дрессировка, они рисовать не умеют. У них нет потребности рисовать, у них нет такого желания, потому что у них нет абстрактного мышления. Поэтому свой вот внутренний мир духовный, они выразят через свой опыт, у них просто нет этого мира духовного. У них нет понятия о вере, о любви, о долге. Они не могут этими понятиями оперировать. Они чувствуют, да, они могут испытывать привязанность, озлобленность и так далее. Но это инстинктивно. А у человека есть. Человек через свой внутренний мир, через мир творческий, он связан с Богом. И он пытается показать, что он не от мира силы. Человек уже в годик, когда ему исполняется годик, он еще маленький, но он уже берет листочек, бумагу, уже какую-то ручку, мелок, уже что-то малюет, уже как-то там ладошками, красками, и у него уже вот есть эта потребность самовыражения. Поэтому, когда мы с вами ходим на работу, что-то строим, что-то делаем, мы не только заботимся о хлебе насущном, нет, конечно. Мы пытаемся себя самих познать, и Бога в том числе мы пытаемся познать. И отношения друг к другу мы тоже пытаемся познать. Как было изначально, так было в райском саду, когда человек не знал никакой болезни, никакой потребности, он
фактически для него труды были вот питаться теми плодами, фруктами, которые там есть. Когда дьявол решает человека погубить, вот он предлагает 3 соблазна, которые, все 3 соблазна, они имеют отношение к нашей хозяйственной деятельности. Конечно, сильнее из них всего это то, что называется в Библии приятно для глаз. Приятно для глаз, да? Яблоко приятно для глаз. Это страсть сребролюбия. То, когда ты чем-то обладаешь, это и есть такая похоть очей. Да? Человек, вот он смотрит, вот это моя душа, вот она такая вот красивая, такая вот она надежная, да? Вот это вот я построил, это вот мой дом, То есть ты непосредственно не наслаждаешься, ты просто самой мыслью, что это твое, ты наслаждаешься. Да? Вот это там, одежда, допустим, ну еще что, любая вещь, любой предмет, даже если не материальная, это похоть очей. Но 2 другие страсти, которые растут из гордыни, они тоже связаны с экономикой. Это страсть сластолюбия, удовольствие, наслаждение. Да? Она связана. Когда у человека много всего есть, ему хочется этим наслаждаться. Сейчас скажу еще про 3, а потом как раз про сегодняшнюю евангельскую притчу. И 3 это славолюбие. Славолюбие, когда тебя хвалят, замечают, то есть ты пользуешься славой. Слава вся должна принадлежать единому Богу, он сам прославляющих его прославит. Но нам свойственно эту славу приписывать себе. Нет нужды особо объяснять, что деньги, слава, они все очень тесно переплетены. Да, что слава иногда и покупается, что слава наоборот за собой может влечь деньги. Допустим, человек талантлив в музыке, в спорте, добился каких-то достижений. Вроде сначала пришла слава, за славой идут деньги, его просят выступить, там, сняться в рекламе, что-то сказать. Вот, и так далее. То есть вот эти страсти, они все переплетены. Вот мы сегодня читаем как раз притчу, в неделю о блудном сыне, притчу о том, как он уходит на страну далече. Вот что он просит? Просит: отец, дай мне мою часть имени, мое достояние. То есть мы его действительно от Бога берем, все человечество это блудный сын, конечно, все человечество блудный сын. Всякий человек, совершающий грех, он становится блудным сыном. Что мы берем? Мы говорим: мое здоровье, мое тело, мои глаза, моя душа, мои чувства, мое сердце, все мое, как богач кричал в одном мультике. И мы пытаемся вместо того, чтобы это ставить на служение, да, людям, Богу, мы делаем это своим, то есть мы пытаемся из этого извлечь для себя вот эту похоть очей, похоть плоти и гордость житейства. И мы уходим на страну далече, то есть мы отходим от Бога. Сын должен был быть при отце, он должен был жить с отцом, ухаживать за ним, заботиться о нем. То есть и отцовское имение примножать и как бы обращать на пользу самому отцу. А сын уходит на страну далече, уходит на страну греха. И что с ним происходит? Он беднеет. Он беднеет. Почему? Потому что он расточил имение свое, живя в нем. Вот блуд в данном случае надо понимать как состояние ума, поврежденное состояние ума. От слова блуждать, да? Вот идешь по лесу, компаса нет, направления нет, ты начинаешь блуждать, и вот ходишь, силы тратишь, одежда вся изодрана, а куда идти ты не знаешь. А также человек, когда он теряет веру, когда он забывает, что самое главное это любовь к Богу, невидимая, любовь к человеку ближнему, ты начинаешь блуждать. У тебя как бы вот система ценностей уходит из-под ног. Есть, конечно, вспомогательные системы ценностей, да? Патриотизм, допустим, семья, как высшая ценность и прочее. Вот. Но в целом это потеря истинной веры. Помните, мы в прошлый раз мы говорили о свободе. О том, что свобода имеет смысл только когда у нее есть четкая цель. Цель делает человека свободным. Да? Она освобождает его от посторонних ненужных дел. Цель делает человека цельным, целеустремленным. И вот эта правильная цель, она как истина. Да? Познать истину, истина сделает вас свободным. Истина делает человека свободным. Вспомнили, да? Прошлое наше писание. И когда вот этой цели нет, человек начинает блуждать. Ну, вот в плане хозяйственном, как это проявляется? Вот у нас сейчас куча всяких киноиндустрия развивается, автомобильная промышленность. Не только в направлении безопасности и так далее, а такие какие-то вот внешние знаки комфорта и прочее.
да и напрямую развлечения, удовольствия, то есть те, которые человеку не нужны. Даже продукты питания. Вот сейчас насколько сложно найти такие натуральные, простые продукты питания. Везде что-то сладенькое, да, что-то вкусное, что-то красивое. Уже даже идет борьба не столько качества, а сколько вот внешне вот эта вот упаковка, да, чтобы почти ты пьешь этот кофе, все, значит, ты настоящий мужчина. Ну и что такое подобное. Человек начинает блуждать. Понятно, что в плане половом это недозволенное половое связь. И он, естественно, разоряется, потому что силы уходят не туда. Если воду расплескать по песку, она просто впитывается в песок и не будет больше. Чтобы вода приносила пользу, она должна течь по трубам, течь по желобам гидроэлектростанции, да, тогда, то есть она должна быть не свободной. Тогда она работает на определенную цель. Также человек, когда ему можно все, когда ему все позволено, он сам не знает, чего он хочет, он себя разрушает. И он беднеет, потому что силы его истощаются, вот, он пропивает все. Ну, известно, да, немножко посидишь, немножко полежишь, и придет бедность твоя. Там, где пьянство, там, естественно, знаете, перед глазами столько примеров, когда вот люди хорошие, такие, вроде бы усердные, работящие, вот они вставали на путь развлечений, личных удовольствий, и приходила бедность. Сегодня говорят, бедность это проблема государственной, социальной. Мне кажется, что бедность это 90% проблема внутренней, духовной. Человек сам созидает. Может, это не сразу видишь, может, он не сам виноват, может, это кто-то, допустим, родственники на него так повлияли, может, это где-то и потомственно. Но это все равно созидается. Даже здоровье. Вот Бенджамин Франклин метко сказал, разврат завтракает с роскошью, обедает с бедностью, ужинает с нищетой и ложится спать с позором. Развращенность, да? Гулять. Так и есть. Почему он ужинает с нищетой? Да потому что у человека теряются силы. Вот человек в состоянии блуждающего ума, он не способен вообще творить что-то высокое, что-то серьезное. Он способен прийти на работу, отбыть от сих до сих, выполнить какие-то задания, получить зарплату, переявить для себя кашель. И только иногда он даже на этом не может удержаться. Иногда вот видишь людей, говоришь, да даже ничего, тебе не надо ничего изобретать, придумать. Ты просто приходи на работу по расписанию, работай, вроде зарплата небольшая, будешь хорошо работать, будет больше. Ничего, ты не способен даже к этому. Поэтому не зря Екатерина Сорокин отмечал, что народ может творить открытия, побежать в войне, двигать науку, искусство, естественно, иметь крепкую веру, только когда он целомудрен, то есть когда у него есть вот эта твердость в плане супружеских отношений. И вот блудный сын возвращается назад. Почему он возвращается? Потому что он начал уже эту поросячью еду есть, свиную, с рожками. То есть он питается тем, чем не надо питаться. И сегодня мне так хочется об этом сказать, что вот, скажем, принимает ребенок, по вере родителей, по вере крестных, принимает крещение. А потом встречаешь родителей, скажем, там на улице, и говоришь, где же вы? 3 месяца прошло, где вы? Я ни разу вас не видел. Они говорят, а мне, когда еще что-то. Вот. Или там мы каждую неделю думаем, вспоминаем. Вот чем может человек в воскресное утро заняться вместо службы? Если он полюбил, если он почувствовал вкус богослужения, общения с Богом, на что это можно применять? Вот действительно на рожки, на свиные рожки, да? Сидеть в телефоне, или спать, или болтать, или... На лыжах будет. На лыжах пускай даже. На лыжи же можно сходить в обед, да. После обеда, можно ходить в субботу. Да, 6 дней ходи на лыжах, пожалуйста, после работы. Вот мы отцовское богатство любви влияем на вот эту вот семью. И то не досыта. И человек смотрит, листает, там, читает. А в душе это пусто. То есть душа-то от этого не полностью. По магазинам можно походить. Я вот как-то возвращался на автобусе поздно вечером с внуками. Когда проезжаем орбиту, знаете, время где-то около 11 часов вечера, и множество людей с колясками, с детьми, парами переходят так вот Октябрьский проспект, куда-то идут туда, по пустыне. Куда-то. Там, оказывается, тогда открывался какой-то из наших торговых центров, там была какая-то грандиозная распродажа.
Вот ради этого в 11 часов вечера мы готовы. Зачем распродажу делают так поздно? Наверное, в этом есть какой-то смысл. Но сын покаялся, то есть у него повернулись мозги, у него вот это состояние блуда ума, да, оно вновь сосредоточилось. Я-то ведь сын, да, я, значит, должен быть с отцом. У меня наемники в доме отца избыточествуют хлебом, то есть хлеба едят досыта. Почему же я до такого способа сосредоточиться? И он начинает пить покаяние. Мы все с вами находимся на этом пути. Мы все идем к Отцу Небесному, мы все идем в Отечество Небесное, мы все пытаемся к Нему вернуться. А Отец идет навстречу, бежит навстречу, целует, обнимает, приветствует, перстень возвращает. Перстень – это власть. Это власть. Знак власти. Отдает. Мы промотали Его имение, Он дает нам больше, чем было вначале. Почему? Потому что сказано, что если ты верен в малом, то тебе дается и многое. Дается и многое. А неверным в малом, тому и настоящее не доверие. Вот под малым здесь надо понимать как раз вот наше житейское. Да? Допустим, взял, вернул, попросили, помог. Ну, то есть вот то, что мы называем такой человеческой порядочностью. Это малое. Это нам Господь дает сегодня возможность вот Ему жертвовать, да, до церкви, допустим, что таковое. Нуждающимся помогать. Вот это мало. Ты заработал 30 тысяч, допустим. Ты не воспринимай это как свое. Это разве твое здоровье? Ну ты что, ты его сам создал? Нет. Господь его дал через родителей. Руки, ноги, это что-то. Да ничего. В нашем мире нет ничего своего. И как только это поймешь, становится легко и спокойно. И то, что ты из этих 30 тысяч, допустим, какую-то часть отдашь именно на безвозмездное пожертвование, да, Господь говорит, отдавайте не тем, кто вам вернет, отдавайте тем, кто вам не вернет. И вот эта вот верность малым, она приводит к верности во многом, то есть тому и большую выдавленность. Что такое большое? Большое это духовное богатство. У нас мало людей, да? Потому что мы просим, как говорит апостол, просим, не получаем, а просим, потому что у нас есть вожделение, а надо просить благодати, то есть надо просить у Господа драгоценного. Чего надо просить? Покаяние, веры, радость, ну и вот все вместе любви. Да? Надо просить у Бога любви. То есть искусство, и этому искусству надо учиться. Но Господь говорит, что это большое и великое будет дано тому, кто верит в мало. То есть наша вот экономика, вот наша повседневная жизнь, да? Наша зарплата, наши доходы, наши расходы, как мы в магазине там тратим, вот мы их принесли домой, как мы их употребили, какая часть из них испортилась, да? С кем мы поделились, как мы потом мусор утилизировали. Вот эти простые повседневные вещи, это и есть то мало. И когда человек мало доверяет, ему доверится много. То есть блудный сын, вот возвращаясь к отцу, он показывает верность мам, да? Он пришел к покаянию. Возвращаясь в Отечество Небесное, к отцу своему, он хотя бы в мыслях уже верит. Поэтому говорит отец, что отдайте ему перстень, отдайте ему главное. Теперь ему можно доверить. Ему можно доверить. Одежду первую принеси. Одежда опять, одежда это внешне. Душа это внутренняя, одежда это внешняя. Одежда должна выражать состояние души. Разные бывают одежды. Чистая, грязная, закрывающая тело, открывающая тело, белая, пестрая. Разные. И одежда должна, по идее, соответствовать внутреннему настроению человека. Первая одежда, значит, первое благодатное состояние. То есть Господь готов нас вернуть в благодатное состояние. Христос нам дает даже больше, чем было у человека изначально. Даже больше. Вначале был рай, теперь Царство Небесное. И заколите тельца. Опять образ экономический. Опять образ материального жертвоприношения. Да? Теленок, мясо, еда, пир, веселье. Вот. Мне кажется, здесь под тельцом в каком-то смысле подразумевается сам Христос, потому что Он ведь нас питает. Вот сын-то идет голодный с этой страны далекой, он же идет голодный. Его же надо накормить. Мало того, что его одеть, и перстень ему дать, и сапоги еще дать. Сапоги, кстати, это заповеди Христова. Так объясняю. Сапоги на ноги это заповеди Христова, чтобы тебя ходить правильно. Совершая нозимые яко и елень, да, то есть, чтобы стать как елень, быстро. Когда человек припоясуется истиною, он становится твердым. Если он не врет, ему легко, спокойно, да, если он все налоги заплатил, он спит спокойно, ходит спокойно, он не боится, не трепещет. Вот в этом плане заповедь.
Ну и, естественно, заповеди, опять же, о заботе о нуждающихся и прочее. И телец, то есть, чтобы его накормить, Христос приносится в заклание, агнец. Приносится на заклание, и он является той пищей, которая нас кормит. Мы идем к Богу, и у нас не хватает духовной пищи. Мы хотим любви, где мы ее получаем? В чаше, в евхаристической чаше. Кстати, в этом тоже есть проявление любви. Тут обратите внимание, что эта притча, она вся о любви. Сначала о той любви, которую должен был иметь сын к отцу, и он ее не осуществил, он ушел. Потом о блудной любви, да, то, что сейчас называется заниматься любовью. Вот. Потом о любви покаянной, он идет назад к отцу. Отец – это встречающая любовь, любовь принимающая, любовь прощающая. Да? И вот еще одна любовь – это сын, он принимает. Он хотел быть наемником, но он все-таки становится, возвращаться в достоинство сына, потому что Господь нам дает больше, чем мы ожидаем. Мы приходим в церковь и говорим: Господи, да хоть бы где-нибудь тут дворником каким-нибудь быть, лучше приметаться мне в храме Божьем, да, нежели жить в селе Непричниче. А Господь говорит: нет, ты не можешь быть со мной. Ты все равно сначала ты возвращаешься как наемник, то ты возвращаешься, поднимаешься в сыновнее достоинство. Ты получаешь дерзновение Бога называть отцом. И Он тебе дает себя самого. Он себя приносит жертву. Это ключевая мысль нашей. А как ты его можешь поблагодарить? Это тоже любовь. Ты должен принять. Поблагодарить – это значит принять. Часто мы начинаем отказываться. Вот нам дают какой-нибудь подарок. Мы говорим: нет, я недостоин, я не справлюсь, там, вы меня переоцениваете и так далее. А на самом деле, вот лучшая благодарность – это принять. Вы понимаете, да, о чем я хочу? Если это дается искренне. И сын принимает. И тут и последний момент аспекта любви, о котором говорится в этой притче, это отношение старшего сына, который работал. Он работал отцу. Но вот послушание, праведность, она может привести к спасению. Потому что он исполняется завистью. Такая духовная, знаете, есть духовная зависть. Вот есть зависть материальная, мы завидуем, да, зарплате, премии, там, внешности, детям, еще чем-то. А есть зависть духовная. Есть зависть духовная. Смотришь, кто-то там молится, вроде как сосредоточен, чем ты. Или как-то о вере говорит горячее. Для тебя это все привычно, ты уже 20 лет в церкви, ты думаешь: я это все знаю. А тут человек 3 дня как пришел, и смотри, кружишь, что-то глаголит. И возникает такая духовная зависть. А еще потом говорит: ты представляешь, я только подумаю, а Господь мне желание исполняет. Как такое может быть? Мне исполнять, я уже годами молюсь. Вот мы как старший сын себя ведем, с духовной завистью. А любовь-то здесь состоит в том, что надо радоваться за брата, радоваться за другого. Сказать: надо же, вот все-таки какой Господь наш человек любил. Смотри, мне не дает, а тебе ты только вот порог переступил, а тебе дает. Значит, вот действительно у него такая любовь не в меру. Да? Работникам 11 часа то же самое, что работникам, которые с самого начала пришли. Вот это вот притча сегодня об этом. Потому что мы расточаем богатство Господне. И даже во внешнем смысле, вот посмотришь на наши леса, на наши свалки, там мусорная проблема, которая в прошлом году столько всего нашумела. Это ведь тоже наше вот богатство, наш чистый воздух, то, что нами расточено, истратено. Вот здесь у нас на севере еще не так красота. Когда приезжаешь куда-нибудь в перенаселенный город, мегаполис, все куда-то несутся, и там вот уголочки такой природы очень сложно найти. Тишины, чистоты, снега. А так хочется. Чтобы это все было. И, знаете, такая вот атмосфера такого потребления, даже вот, мне, например, всегда особенно важно для души, чтобы вот все было как бы на своих местах. Ну да, вот 80%, мне кажется, сейчас мусор — это упаковка. И она вот вся вот эта валяется, бумага, и не просто валяется, еще и на улице валяется, даже дорогу не донесена. То есть это идет на свалку, но это же все можно вот аккуратно сложить, отнести, сдать, утилизировать. Кто наши улицы сделает чистыми местами? И вот в городах это машины несутся, ревут, расход топлива, воздух и прочее. Если бы действительно человек меняет внешний мир в соответствии с состоянием своей души. Когда в душе настанет чистота, тишина, мы будем по
по заповеди преподобного Амвросия вот быть как колесо, одной точкой, да, только земли касаться, а все остальное к нему. И вот человек он так должен жить, то есть один из первых постулатов хозяйствования с точки зрения веры, такой минимализм, да, в экономике. Довольствоваться самым необходимым, самая простая жилище, самая простая пища и прочее. Второе, это, конечно, любовь, это отношения между людьми, потому что через неделю мы будем говорить о притче о страшном суде. Вы сделали это мне, вы сделали это ближнему, вы сделали это мне. То есть можно разменять материально против духовного. Можно материально против духовного. Ты отдал, у тебя стало больше. Вот у тебя шоколадка в кармане, ты ее можешь съесть, тебе будет сладко. Но недолго, несколько минут. Потом вся эта сладость отложится у тебя где-нибудь. Да. А ты можешь ее отдать тому, вот у кого действительно потребность есть, кто шоколада вообще несколько лет не видел. Вот он сидит, бедолага, и возле магазина просит милости. Ему нужны, потому что ему действительно тяжелее. Ну ты, правда, можешь сказать, как старший сын, что он же грешный, значит, ему не надо. А можешь сказать со смирением, как не так, что, Боже, буди милостив к грешным. Я сам грешный. А если я свои грехи вижу, то мне на других смотреть не хочется. Вот. То есть отдать, это значит соединиться, это значит в сердце своем приобрести радость. И ты отдашь, и так же, как эта сладость, она бы незаметно где-то в твоем теле отложилась, ну там твой вес бы чуть-чуть, но стал больше, да? Опять нагрузка для сердца, сюда. А когда ты отдашь, твое сердце, оно настолько же незаметно, чуть-чуть, но оно станет больше, оно станет шире. Вот людей там станет больше. Если ты так будешь делать изо дня в день, то оно будет размягчаться. Вот то, что называется милость, милосердие, блаженная милость, ибо они помилуют. Прости нам, Боже наш, как мы прощаем. Прощать в том числе, кстати, в плане денег. Это и буквальные долги, то есть не только грехи, не только обиды, а буквальные долги, если человек взял и может отдать. Господь говорит, что у взявшего твое не требует, у просящего дай, и у взявшего твое не требует назад. То есть надо, и назад не требует. И вот Ветхий Завет, он весь пропитан вот этим. Так, когда вот такими экономическими взорами начинаешь Евангелие читать, думаешь, надо же. Действительно, вся жизнь должна строиться по Евангелию. Не заботьтесь, вот мы на днях тут разговаривали с одним человеком, который сам был руководителем предприятия, ворочал деньгами большими. Он говорит, я вот эту заповедь не понимаю, как ты не заботьтесь, что вот есть, что пить. Ну мы же, говорит, все-таки не птицы. Вы знаете, это начинается понемногу. Вот это состояние, не заботьтесь. Ну как вот оно конкретно начинается? Вот ты идешь, вот сейчас пост. И за что люблю пост? За то, что можно ходить мимо магазина. Вот ты идешь, думаешь, так, надо зайти, а как обычно думаешь? Ну там хлеба мало. Да? Дома есть хлеб, но мало. Надо купить, а вдруг захочется, а вдруг не хватит. Так, и это надо, а уже когда зашел, и выходишь, что без полного. А не заботьтесь, это значит пройти мимо. Думаешь, ну ничего страшного. Даже если не хватит хлеба, там, сухарики какие-то приказуют. И довольствуешься тем, что есть. То есть не заботишься. Или вот еще пример. Я говорю, вот у вас есть, например, 200 тысяч. Вот лежит, вы отложили на черный день. На болезнь, там, еще на что-то. И вот оно лежит, и вдруг у вас в окружении появляется человек, которого, ну скажем, там, одинокая мама, или там, бедная семья, или после пожара люди погорельцы, многодетные, например, вот, или беженцы откуда-нибудь к вам в город приехали. Вот они сами что-то собрали, и вот им надо еще купить, и кредит уже взяли. Вот им 200 тысяч не хватает. Им надо купить жилье, вот подходящее время. И у вас вот возникает такая дилемма, оставить себе или отдать им. Тебе вроде ни на что конкретно не надо, тебе не надо там, на машину, на дом, просто на всякий случай. И вот в данный момент отдать вот это, то, что тебе конкретно ни на что не нужно, не заботьтесь, да, о том, что будет завтра, это и есть. Такое доверие Богу, да, Господи, тебе вручаю, здоровье мое, жизнь мою, вот все вручаю тебе.
И если черный день будет, ты не оставишь. Ты не оставишь. Два художника, два фотографа фотографировали, делали работы. Один все раздавал, а другой все собирал. Потому что тот, кто раздавал, он говорит, пускай будет у всех. А тот, кто собирал, говорит, лучше в одном месте будет. Все придут и посмотрят. Все. А потом случился пожар. У обоих жилье пострадало. И тот, который раздавал, ему все стали его работы присылать в ответ. И он опять все свое творчество собрал. А у первого все пропало. Вот так же здесь. Ты когда раздаешь, оно вот везде, оно в мире. Оно в мире и в сердце твоем. Потому что любовь, любви-то у тебя стало больше. А когда любовь, вообще ничего не страшно. Ты можешь болеть, ты можешь быть одиноким, ты можешь быть бедным. Тебе это не будет страшно, потому что ты, любовь, она бесконечна. Ты будешь и все равно бесконечно. И когда тебе будут приходить люди, нуждающиеся, тебе им отдать нечего, но твоя улыбка, твоя вера, твои слова, она поможет им больше всякой идей. Иногда люди, которые просят милостыню, они ведь не сказать, что прям так сильно нуждаются. Что у нас ночлежка есть, обеды есть бесплатно. Да? Иногда им просто больше лишь хочется человеческой любви. Вот это вот жертва. Постоять несколько минут, вот порасспросить, как вас зовут, что случилось, чем вам помочь. А если ты вот хочешь им что-то купить, а вот попробуй спросить, а что бы вы хотели? А что бы вы хотели вот на самом деле? Чего вы хотите? Иногда человек просит что-то простого, а она даже как будто своим ушам не верит и говорит, что правда, можешь что-то попросить? И он, знаете, потом с таким вот он прямо сердечным, таким вот напряжением говорит, а я бы вот действительно, а я вот это вот бы хотел. Хочется ведь каждому иногда в жизни побыть вот как ребенок, да, который спрашивает, чем тебе побаловать, что тебе хочется на самом деле. И вот это вот проявление любви, когда ты человеку даешь именно то, что ему надо, не просто, допустим, хлеб и молоко, который, может, он не пьет молоко. Он постесняется сказать, что он не пьет, что его тошнит от молока. А вот он мечтает о каких-нибудь сардинах, которые вот в детстве, они не связаны у него с детством, с родителями, там, с родительским домом, а он о них мечтает, а кто ему ходит. И вот это вот внимание иногда бывает даже за рождение. И еще один пример – это слова. Еще пример – это слова. Сказано, что от слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. Да? От избытка сердца глаголят уста. Еще, по-моему, никто толком не считал это. Врачи уже начали, вот в плане физиологии, врачи, биологи, они уже стали замечать, как слова влияют на жизнь. Как слова влияют на цветы, на семена, на гены, на сердце. Мы знаем, вот скажи какое-нибудь слово, как сердце сжимает, сердце болит. Ну, на самом деле болит сердце, то есть начинает сжиматься, изнашиваться и так далее. А бывает, что сердце поет. Особенно после службы, да? Особенно когда после молитвы, оно просто само песню поет. То есть оно действительно, оно так работает, что оно вот как будто песню поет. То есть в таком ритме все там клеточки, створочки, клапана, они все вот так вот, как хороший такой мотор. Вот. И у меня такая возникла мысль, а не взять ли попробовать посчитать, а сколько стоят слова. Ну не сколько, то есть они стоят. Понятно, что слова это любовь, а любовь это бесценна, но как они влияют на экономику? Как они влияют на экономику? Ну, допустим, вот человек идет на работу, да, и его родные, жена, мама, муж, дети с утра благословили или с руганью проводили. Ну, мы знаем, что день может совершенно по-разному построиться. Да? Иногда вот все из рук, потом вот весь день все упадет. А иногда какое-то одно доброе слово, которое ты вот схватил с утра дома или там по дороге, и все, и ты вот весь день летаешь как механик. Разве это экономика? Что-то уронил там, загорелось, испортилось, не сделал, забыл, упустил. А иногда наоборот. То работа, которая бы 3 часа потребовала, раз тебе приходит такая какая-то здравая мысль, о, так это же можно, смотри, это же можно за 15 минут все сделать. Раз и сделать. Правда? Влияет, безусловно влияет. И вот я сделал такой расчет. Вот, ну, условно будем считать, что каждый человек словом грешит. Ну, нет людей, которые словом не грешат. Ну, кто-то больше, кто-то меньше. Кто-то может почти не грешит, кто-то может по 100 слов обязательно произнести. Ну, условно, допустим, 3 слова в день. 3 слова в день. Да? Утром, днем и вечером. Допустим, считать, что экономическое измерение одного слова, ну, опять, просто вот условно, что получится в итоге? 100 рублей. Ну, 100 рублей прибыли или 100 рублей убыток. Конечно, слово может и миллионы принести, и, наоборот, и унести. Ну, так, для расчета. Нас, за вычетом детей, в возрасте до 3 лет, нас в стране 142 миллиона.
В году 365. И вот теперь мы вот эти все цифры перемножаем и получаем 15 триллионов рублей в год. 15 триллионов рублей на всю Россию. А у нас вся национальная экономика это 100 триллионов рублей. 15% это то количество. Это, то есть мы такой можем прирост получить. Ну или наоборот, вот этот такой неявный убыток, столько мы на этом теряем. Вот такой пример. Или еще пример. Вот, опять же, у человека есть в сердце благочестие, радость. Ему не надо никаких суррогатов, ему не надо выпивки. Наоборот, он будет как огня бояться, потому что он знает, чуть-чуть опьянел, значит уже что-то не то сказал, уже там как-то себя не так повел, да, уже потерял эту благодать Бога в сердце. В этом смысле страх Божий, это боязнь его потерять, боязнь его оскорбить. Как-то я чуть-чуть отвлекусь, приведу пример. Дети спрашивают, говорят, прочитали в одном журнале, говорят, а что, надо Бога бояться? Разговор был перед Рождеством Христом. Я говорю, да. Как его бояться? Я говорю, а ребенка надо бояться? Они говорят, ну конечно, надо его бояться уронить, испугать, постудить, огорчить. Я говорю, ну Бога надо так же. И вера, она приводит к страху Божьему. Ты боишься, да? Опьянеть, ты боишься потерять свое здоровье. Почему человек должен бояться курить? Да потому что это же не мое здоровье, это Бог мне дал. Может, всего 60 лет жизни дал. Всего, может быть. Как я могу эти 60 еще на 10 сократить? Тут за 60 бы успеть, он Василий Великий, то меньше 50 прошу. А сколько всего успел? А сколько я успел за 60? Поэтому ты просто не смеешь там курить, а тем более какие-то психоактивные вещества. А ведь это все деньги. Это все деньги, это все силы. Кто-то на этих заводах работает, кто-то это все выпускает, кто-то об этом думает, кто-то на это тратит силы. Так вот, на республику Коми одни лишь только сигареты, это 4 миллиарда рублей. 4 миллиарда. Ну так, на глазок такая цена. Это в год? Человек за жизнь тратит, вот по современным ценам, он за жизнь тратит на курево, а курит у нас 30% населения, тратит на курево от 1,5 до 2 миллионов рублей. То есть, если это машина, то это шикарно. Если это квартира, ну, скромная, но это квартира. Это не считая сил, цвета кожи, состояния зубов, здоровья, продолжительности жизни. Это только прямые затраты. Иногда говорят, студенты разговаривали, они говорят, вы неправильно рассуждаете. Ну что теперь? Вот, допустим, люди просят курить. Ну тогда промышленность остановится, тогда экономика пойдет вниз. Это же рабочие места, это налоги и так далее. Это неправильно. Логика неправильная, потому что это вот человеческие силы, которые идут туда, допустим, на производство сигарет, они же пойдут на что-то хорошее, положительное. Возьми какую социальную сферу, да? Допустим, не хватает социальных работников, учителей не хватает, врачей не хватает. У нас по республике учителей дефицит, врачей дефицит, полицейский дефицит. Чего не коснись, везде дефицит. Людей не хватает. Рабочих на заводах едут мигранты работать, потому что нет рабочих. Самое элементарно делать работу. Дома ремонтируют, тоже приезжают ребята из Узбекистана. Где наши? Так они бы, вот эти люди, они потихонечку бы оставили свои табачные алкогольные фабрики, и они бы пошли делать что-то вот полезное, то, чего нам не хватает. То, чего нам не хватает. Конечно, это не сразу, то есть этот процесс, он же понемножку идет. То есть вот оно экономическое измерение нашей души, состояние нашего сердца. Да? А почему человек что-то употребляет, какие-то суррогаты? Он пытается себе эту радость получить. Ту радость, которую он должен получать от Бога, он пытается ее таким химическим путем в себя утешиться. Иногда говорят, ну а как я же не могу вот не нервничать. Научись не нервничать, научись не обижаться, научись смиряться, научись молиться, научись вот. Взял, открыл Евангелие, прочитал, и Господь вразумляет, наставляет. И такой ведь покой сердцу приходит. Не купишь никаких. Ну вот такое измерение современной экономики. А если еще посчитаем, вот у нас бюджет здравоохранения, сейчас немножко цифру подзабыл, так, на память где-то около 3 триллионов рублей на всю страну.
Это государственное, ну, к нему еще могут быть там частные расходы. Ну, 3-4 триллиона. Я вот думаю, дай-ка спрошу у врачей, а сколько вот из этих денег, которые тратятся на медицину, это действительно очень большие. Вот когда человек лежит в больнице, да, один день в стационаре, это 5000 рублей, один день. Думаю, дай-ка спрошу. Спрашиваю одного врача, сколько ненужных расходов на медицину. Ну, например, вот человек с балкона на балкон полез в нетрезвом виде, упал, сломал ногу, вот лежит в больнице. Да? Или там, допустим, что-то употреблял, чего не надо было употреблять, вот, теперь лежит там в тубдиспансере. Он говорит, ну, половина это смело. Причем, говорит, вот эти социальные все проблемы, это самые дорогостоящие, все просто туда миллионы идут. У меня сердце, говорит, кровью обливается, потому что вот людям надо это дать, простым, обычным, порядочным, а это все уходит вот на лечение грехов. Звоню другому врачу, говорю, ну скажи, вот сколько? Он говорит, я говорю, половина это будет немного? Он говорит, нет, это не будет. Половину смело можно написать. СПИД, все вот эти вот, как раз инфекционные работы. Представляете? Это значит 1,5-2 триллиона еще сразу можно. Вот, ну разве это не экономика? Даже полиция. Берем бюджет УФСИ. Вот заходим на сайт Министерства финансов, берем отчет об исполнении бюджетов, берем бюджет Федеральной службы исполнения наказаний. Находим общее число находящихся в заключении, там порядка 600 тысяч. Делим одну цифру на другую. На количество месяцев в году. И мы получаем, что содержание одного человека в тюрьме это примерно 40 тысяч рублей в месяц. Это вот все вот охрана, лекарства, лечение, дороги, вышки, автоматы, собаки, вот это вот транспорт, отопление, все вместе. То есть человек вместо того, чтобы приносить обществу пользу, что-то делать вот, для себя, или не на себя зарабатывать, и на семью зарабатывать, еще и общество отдавать. Человек обычно отдает в 2 раза больше, чем он получает. Вот он, допустим, создает продукты там, на 50 тысяч, а из них на руки он получает, то есть его потребление это 25. То есть 25 он для себя, 25 для общества. Ну, примерно так попало. А тут 40 тысяч. Ну, большинство из нас, наверное, на себя в день, в месяц столько не тратит. А тут тратится. Не получается. Да нет, конечно. Нет. Вот представьте, насколько нам обходится преступление. А откуда это же все идет? Это же тоже вот из рода в род, из поколения в поколение, от неверия, плоды неверия. Детские дома та же самая. Человека посадили в тюрьму, а детей куда? А детей в детский дом. Содержание одного ребенка в детском доме в месяц обходится от 30 тысяч рублей в месяц и более. И сегодня, наверное, настало время об этом говорить, думать. Но вот у нас действительно настолько заблудший ум, когда об этом начинаешь говорить, тебе говорят, да что теперь, ну что нам теперь в тюрьму позакрывать, а как же люди, а где же они будут работать, это же экономика, это же финансирование. Конечно, это чтобы перестроиться от такой экономики, построенной на страстях, к экономике, построенной на любви. Это действительно произойдет определенная структурная перестройка. Сколько у нас всяких там салонов красоты ненужных, так можно сказать, да? Всяких там бань, саун, ну, с известными развлечениями и прочее. То есть то, что не нужно. Вообще, маркетологи давно заметили, это видите, что самое выгодное в человеке это то, что играет на его страстях. Он за это готов платить. Если, допустим, за какое-то доброе дело, он готов заплатить там, допустим, 200 рублей. И то ему жалко, ему кажется, что он там прямо от сердца оторвали его, заставили и так далее. Но если это дело приносит ему какое-нибудь такое вот страстное наслаждение, да, он 2000 отдаст и вообще скажет, да ничего, то есть все, что построено на страстях, это всегда очень выгодно. Поэтому сейчас у нас в России еще не так активно развивается, как я не знаю, как в других регионах, но в других странах, там мне вот рассказывала девушка одна, и там на Украине, например, там на остановке прямо от автостанции и в огромный такой баннер, плакат, суррогатное материнство, пожалуйста, все невесты просто. То есть бизнес на это не сделал. И у нас вообще вот все эти вспомогательные репродуктивные технологии, анонимное оплодотворение, суррогатное материнство, там, экскорпоральное оплодотворение. То есть люди на это готовы. Ну, про аборт уже просто, наверное, уже все уши
жужжали, и повторять не хочется. Но вы знаете, вот этим летом мы выдвинули такую инициативу создать памятник нерожденным детям. Создать памятник нерожденным детям. Обсуждали, там, собирались, мнения собирали. Люди выступили против. Выступили против врачей. Они сказали, его не будет здесь. Вот мы выйдем, ляжем, встанем и вот уволимся все, но его здесь не будет. Да, вы понимаете? Там, где управляют деньги, там вопросы сердечные, они как правило, куда-то отключаются. Потому что больница за это получает деньги. Она за это получает деньги. И врач за это получает деньги. Если это платные услуги, получается деньги. Девушка тоже вот рассказывала, одна медсестра. Она говорит, я с этим врачом, говорит, я просто сейчас напишу отказ на другой работу, потому что, говорит, когда приходит вот пациентка, и у нее вопрос оставить, не оставить, так, говорит, я прям чувствую, что врач, он говорит, ой, да, наверное, вам не надо, вы курите еще? Да нет, давайте потом как-нибудь, вы как-нибудь соберете, запланируете, а сейчас пока, наверное, не своевременно, вот, потому что она пойдет в кассу, она заплатит за это, и часть из этих денег она пойдет. Там где хоть, вот действительно, ну это так. И также больницы, сегодня больницы, они находятся на таком раздельном финансировании, они получают. На введение беременности получают меньше, чем на прерывание беременности. Естественно, никакой заинтересованности финансовой, потому что вроде небольшие деньги, вот на страну 5 миллиардов, да? Но иногда ведь 5 миллиардов на что потратить? Наоборот, это выделяется из бюджета. Ну, в масштабах всей страны вроде это немного, но ведь если ты потратил на коробок спичек 2 рубля и этими спичками устроил пожар, то тут вопрос не сколько они стоят, а как ты ими распорядился. Вот, мне кажется, из этих 5 миллиардов там потом растут такие убытки в целом для страны. И вот никак у нас это понимание не приходит. Возраст пенсионный приходится повышать. Детей рождается мало, а у женщин рождается меньше детей, чем надо просто даже для простого воспроизводства. Ну, одно это понятно, что у нас мало женщин, молодых, потому что 90-е годы позади и прочее. Но ведь в среднем на женщину рождается на 10 женщин 15 детей. Надо 20. То есть это вопрос не только количества женщин, это вопрос ценности. Это вопрос ценности. И как это повернуть? И вот сейчас и опять демографическая политика идет в сторону денежную. Был материнский капитал на 2-го ребенка, сделали на 3-го, теперь сделали на 1-й. Приведет это к увеличению рождения? Вот, а в Германии на 10 женщин рождается 12 детей. А доходы там в 5 раз выше. То есть материальное изобилие, оно наоборот, человек еще больше сосредотачивает на своем эгоизме. Получается, как в притче о безумном богаче. Да? Сломаю житницы, построю новую, скажу душевно, ешь, пей, веселись. Вот. И человек, когда ему надо вот, держать себя в строгости, выживать, он еще как раз вот он и думает о будущем, о старости, о детях. А когда у него тут изобилие, да, у Габзиси мира, еще тебе вот на тебе еще 600 тысяч на материнских, да, 400. Ну, вообще тогда думать об этом. И вот о семье раз заговорили о семье, то интересно, что опросы социологические, они говорят о том, что как будто бы первая причина неустойчивости семьи – это как раз причина экономическая. То есть спрашивают, почему люди вот не уживаются, разводятся, ссорятся. Говорят, что ж, главная причина – это все-таки вот жилплощади не хватает, зарплаты. А это не так, это же это миф, это просто неверно. Потому что людям наоборот, если у них не хватает зарплаты, жилплощади, наоборот, они должны держаться друг за друга, наоборот, они должны большую кастрюлю супа варить, там, вместе коммуналку платить и прочее. А они, наоборот, разбегаются. Когда детей много, у человека сильно пробуждаются. Когда у человека рождается ребенок, его сразу на какую-то говорят, ну ты теперь у нас отец молодой, да, значит тебе вот
надо и зарплату уже побольше. Ребенок, он наоборот семью поднимает в экономическом смысле. Ну, если нормально к этому относиться. Поэтому проблема бедности, это, конечно, проблема. Я вот не припоминаю, я стал сегодня в нашей беседе размышляю, я стал думаю, а если вот у меня знакомые семьи, где и мама, и папа вместе, где вот дети, и которые вот можно назвать бедными. Знаете, ну как вы бедные? Не то, что не нуждаются, а то, что вот они действительно прям задыхаются. То есть если семья, как там в одной сказке старой говорилось, да, когда семья вместе, тогда и душа на месте. Душа на месте, то есть и дети даже довольны, им не надо много, они будут довольны мало. Главное, чтобы была вот эта вот любовь, отношения нормальные, трудолюбие. Вспоминайте 90-е годы, с какой вот мы радостью картошку сажали, в лес ходили, потому что все эти понимают, это не воспринималось как какая-то трагедия, как какое-то насилие, наоборот, такой нормальный семейный взгляд. Когда собирались в детстве, сажали картошку, да, праздник, да, родители всегда старались. Сейчас этого нет, раньше был праздник всех. Вся семья собиралась, вместе делали все. Поэтому вот несколько лет назад мы обратили внимание, что в наших стратегиях, в наших документах высших этого не хватает. Вот если вы посмотрите, допустим, стратегию развития Российской Федерации, стратегию развития Республики Коми, там на первом месте стоит такой показатель, называется ВРП, ну или ВВП. Валовой внутренний продукт или валовой региональный продукт. То есть вот как раз объем экономики. Он не единственный. Туда как раз численность населения, если спохватились мы за демографию, и численность населения стала важна, за продолжительностью жизни стала следить. То есть постепенно идет такой поворот. Раньше был, особенно в советское время, был, конечно, такой вот материальный подход. Он и сегодня часто в умах доминирует. Спросите вот просто кого-нибудь из знакомых, почему люди пьют. Он скажет, потому что у них работа. Традиции у нас во многом. Да. А это неправда. Человек не потому, что у него может работы не быть, потому что пьет. Это он не может пить, потому что пьянство не решает проблему. Причина это другая. А повод может быть, да, поводом может быть стало. А причина. И вот мы когда-то заметили, что ВРП у нас везде стоит на первом месте, мы стали говорить, так может надо человека поставить на первое место. Не просто человека, давайте душу поставим на первое место. Давайте попробуем это, давайте соберем такие показатели, которые это все позволяют увидеть. И родилась такая такая система показателей, которая бы позволяла увидеть человека, увидеть, что у него в душе происходит, как он идет к конечной цели. Он идет на сторону далечия или он идет к отцу своему? Человек как личность, человек как член семьи, человек как член общества. Ну, тут есть всякие графики, которые показывают, что у нас много меняется к лучшему. И смертность от внешних меньше, продолжительность жизни больше, курить вроде как стали все-таки поменьше, и употребление алкоголя существенно снизилось на душу населения. И преступность, конечно же, не такая, как раньше. Вот как раз спор о целостности семьи. Паисий Афонский точно говорит, что это все-таки отношение к Богу. То есть главный фактор любви, да, семья это все-таки, о семье надо говорить с точки зрения любви, а не с точки зрения отношений. Сейчас говорят, новые отношения, старые отношения. Чувствуете, такой вот коммерческий душок есть в этих словах. Да? А семья ведь от слова семя, которое должно себя в жертву принести, чтобы дать нам жизнь. А вот профессор Павлика, он демограф, не знаю, насколько он верующий, но он в демографии авторитет. И
Мне так понравилось, что в одной из статей он пишет о том, что действительно главное это не уровень материального достатка, а это то, что люди хотят от жизни. Если они хотят земного, они бесконечно будут гнаться за этими материальными планами. А если они хотят ради спасения, да, вот, ну, и блаженства в загробной жизни, а они избираются любовь, тогда они будут воспринимать семью как школу для того, чтобы такой любви учиться. Вот еще один парадокс. Доходы растут у нас, а объем кредитов на душу населения растет гораздо быстрее, чем доходы. В 20 раз быстрее, чем доходы. То есть, чем больше есть, тем больше хочется. И да, если доходы будут расти дальше, то объем кредитов еще будет больше. Потому что человек никогда, он не может, и это хочется, и это хочется. Так же, как любовь не может душу насытить, и она бесконечна. Да? Сколько у тебя не было, тебе всегда хочется еще больше. Так же и, в принципе, экономическая составляющая, она тоже человека не насыщает. Становится этого всего больше, но оно как бы в центре ума становится. Оно становится в центре ума. Вот слова Христова, да? Не можете служить Богу и Мамоне. Мамон – это языческий бог богатства. Или Богу, или Мамоне. Поэтому, почему нам говорится, не заботьтесь о том, что есть, что есть и так далее. Чтобы прежде всего человек искал Царство Божие. Царство Божие, чтобы Бог царствовал в твоей душе. Прежде всего. И в этой фразе, хорошая такая концовка, продолжение, если все приложится вам. То есть вам приложится. Если ты на первое место поставишь Бога, все будет остальное на своем. Чудо, помните о насыщении 5 хлебами 5000 человек? Люди голодные, их надо накормить, апостол говорит, что нам делать? Господи, принесите то, что у вас есть. Они отдают мало, то есть как раз вот это верно и мало, да? Они отдают свои хлебы, и Господь начинает преломлять. Они должны были отдать. И сегодня, когда ты, то есть, как только ты начинаешь отдавать, Господь начинает благословлять, и у тебя тебе воздается. Я рассказывал один человек, который стоял перед выбором принимать священный сан или нет. И один из вопросов, который у него был, для того, чтобы идти на службу священничеством, он говорит, я резко терял в захвате. Ну, этот вопрос был не только мой, а вопрос семьи. Вопрос для семьи. То есть, можем ли мы так жить или нет? И говорит, вот нужен был этот подвиг веры, то есть, как бы пойти и довериться Богу, да, сказать, Господи, ты устроишь, решишь. И уже после того, как это решение было принято, и он стал священнослужителем, уже только после этого Господь открыл, что у него был вариант, то есть, эта проблема решилась. Причем легко и неожиданно, они даже не знали, как это будет там. Вот. Но семья не только не потеряла любовь, она еще и выиграла. Не за счет него, а за счет другого члена семьи. То есть Бог действительно способен обогатить нас всех. Вот вы видите, выписаны здесь из Евангелия, из апостольских посланий фразы, которые говорят об экономике, коротко, 4 странички. И это не все. Я просто как-то раз начал выписывать. Если только внимательно так читать, то можно очень много что можно увидеть. Это вот фразы отдельные из трудов наших ученых, Сергей Николаевич, Гиев, Виталий Николаевич Лаженцев. Они тоже говорят об этом вот, по-разному, разными словами, они тоже говорят о том, что надо менять саму идею вот, развития. У нас ведь сегодня четко поставлены цели нет. Нет государства, республики, нет четко поставленных целей. Вот целью как раз является этот ВРП. А ВРП не может человека удовлетворить. Поэтому целью должно быть совершенствовать человека. Да, как Господь сказал, будьте совершенны, как совершенны, как совершенны. Это демографическая ситуация у нас сегодня. Рождаемость. В советское время был плюс 1 миллион, в 90-е годы минус 1 миллион. Потом несколько лет был небольшой прирост населения, теперь рождаемость снова не снизилась. Здесь
слайде слова Кирилла Сорокина о том, что преодоление кризиса возможно только на основе целостной системы нравственности, в том числе Царство Божие. Раз на Бога, Царство Божие. А в другой книге он пишет о том, что можно творить, если ты целомудрен. И хочу вам показать одну табличку, которую мы в институте составили. 6, 2. Дело в том, что у нас в северных регионах почему-то очень низкая изобретательская активность. Мало заявок на изобретение такого. Хотя у нас денег в среднем больше, чем в других регионах России. И ученых тоже больше, чем в других регионах России. У нас вот Коми научный центр, Архангельский научный центр, Карельский научный центр. А почему же у нас такая изобретательская активность низкая? Причин много, и разные есть объяснения, в том числе говорят, что вот народ уезжает, миграция и так далее. А вот еще одна табличка, она говорит о том, что духовное состояние тоже влияет на изобретательскую активность. Чем меньше разводов, чем меньше абортов, чем меньше преступности, чем меньше экономическое неравенство, тем больше изобретательской активности. По регионам России. Такая слабенькая корреляция, слабенькая зависимость, но она есть. Может. И, наверное, настало то время, когда вот нам надо на это обращать внимание. Да? Чтобы люди не просто какие попало еще изобретения делали, а чтобы действительно это были полезные изобретения. Потребление алкоголя здесь тоже определенно накладывает свои отпечатки. У нас многие северные регионы, они в первой десятке, в первой двадцатке по уровню инвестиций и в последние десятки, двадцатки по уровню алкоголизации. Такое противоречие, то есть как раз опровергается, да, что материальное не решает житейских проблем. Не решает. Даже лучше сказать наоборот. Вот еще покажу вам один график, как раз про безумного богача. У которого уродился урожай, и он говорит: построю житницы новые. Это 3 группы предприятий у нас здесь, по республике. Последний год анализа, это 16-й год. Их тут много, тут их 6500 в общей сложности проанализировано. И они разделены на 3 группы. Первое предприятие, которое почти не пользуются кредитом, живут за счет собственных средств. Они звезд неба не хватает, они развиваются очень потихонечку, но у них самая высокая эффективность. И оборачиваемость активов, и рентабельность у них самые высокие показатели. Предприятия, которые хотят сломать житницы старые, построить новые, да, то есть которые хотят освоить новые рынки, новые продукты и так далее, они, как правило, им не хватает собственных средств, они берут кредит. Вот те, которые берут кредиты в разумных пределах, то есть то, что они могут нести, они растут, они действительно растут. В целом, вот в среднем по группе предприятий, действительно, вот эта зелененькая пунктирная линия показывает, что у них темп роста выручки выше нуля. Они то, что называется, развиваются. Но эффективность у них ниже. И в бюджет они денег платят меньше в виде налогов. И себе даже получают меньше в виде дивидендов. И кругооборот активов у них тоже более сильный. Но с третьей группой, слава богу, она маленькая, она небольшая. Но то, что там с ними произошло, это вообще было удивительно. Это предприятия, у которых падает выручка, то есть они теряют свой рынок. А объем активов у них увеличивается. То есть у них покупатели от них уходят, а они как будто еще берут деньги. Еще вот новые инвестиционные проекты. Это, кстати, бывает нередко. То есть предприятие не столько сосредоточено на том, чтобы обеспечить качество, а вот оно там открыть новый салон, открыть новый магазин, еще вот это. И все ему аплодируют, говорят: ну какие молодцы, вы развиваетесь, да. А потом какой-нибудь кризис, а они оказываются колос на глиняных ногах. Оказывается, все, что это куплено, это все в долг куплено, своего-то ничего там нет. И у них прибыльность самая низкая, 2,4%. И все эти деньги они дают, налоги заплатили, проценты по кредитам заплатили и остались в минусе. Вот, минус 0,5. То есть чисто рентабельность. Ну, такое, знаете, экономическое самоубийство. Это так и происходит.
Откуда? Это же идет из ума, это же идет из сердца. Да? Такая алчность. Вот хочется. Главный экономист говорит, нельзя, нет, вы что, у нас и так уже долгов. А директор говорит, ну, как это? Надо, хочется. И вот это вот желание впечатлить, пустить пыль в глаза, наступить на хвост конкуренту, оно оказывается сильным. Предприятий, то есть много, я не буду называть сейчас конкретные предприятия, но у нас в республике очень немало предприятий банкротило сильно по этой схеме, которые гнались через кредитные горы, гнались к своему уходу. Я вот немножко сказал о конкуренции, сейчас вернусь к этому слайду. Хочу об этом тоже сказать, раз уж мы сегодня об экономике говорили. Сегодня всем экономистам в процессе экономического образования говорят о том, что конкуренция – это хорошо. Конкуренция жить нельзя, конкуренция – это двигатель экономики, конкуренция – это двигатель жизни. А иногда, об этом не говорят, правда, в книгах, а иногда, но об этом говорят в очередях, об этом говорят в разговорах, об этом говорят на тайных совещаниях. О том, что вообще-то жизнь – это война. Задуши другого, пока не задушили тебя. Человек человеку волк, выживает сильнейший, закон джунглей и так далее. Такая теория дикой конкуренции. Ну и на самом деле рэкет, вымогательство, все это есть. Но поскольку из этой теории так называемый социал-дарвинизм, да, о том, что на самом деле как будто бы природа настроится на борьбе за выживание, хотя это далеко не правда. В природе сотрудничества гораздо больше, чем борьбы за выживание. Гораздо больше. Взаимопомощи там намного больше, чем борьбы за выживание. Но из этих идей вырос нацизм. Из идей дикой конкуренции вырос нацизм. Поэтому вслух сегодня защищать это уже почти никто не решается. Хотя в жизни, конечно, нет. А здоровая конкуренция подразумевается, что не надо другого грызть, но надо бежать. Надо бежать. Кто первый прибежал, тот и получил. Просто по определенному правилу. Но это тоже не совсем правильно. Потому что конкуренция это все равно соревнование. Соревнование, оно это возвышение над другим человеком. Оно по большому счету, если сказать честно, не может быть здоровым. Потому что это гордость. Гордость здоровой не может быть. Она может быть цивилизованной. Без оружия, без убийств. Но она не здорова. А что здорово? А здорово это сотрудничество. А здорово это сотрудничество. Это просто каждому делать свое дело. И делать его хорошо. Как в описано в одной вот книжке, если ты делаешь какие-нибудь гайки, и завтра появляется фирма, которая делает эти гайки лучше, качественнее, дешевле, то ты говоришь, что цель моя это не прибыль от гаек, а цель моя это чтобы у людей были качественные гайки. Поэтому, ребята, если вы делаете гайки лучше, чем мы вам только очень благодарны, мы, пожалуй, будем делать что-нибудь другое, то, что нам получается. То есть такой вот подход. Прибыль не является целью, не должно быть целью. Хотя сегодня даже у нас в Гражданском кодексе написано, что прибыль – это цель деятельности предприятия. И вот это блуждание ума приводит к чему? Вот летит ракета, у нее есть топливо. Ракета может лететь без топлива? Нет, она лететь не может. Без топлива она не полетит. А можно сказать, что она летит ради топлива? Что цель ее полета – это топливо. Глупо. Топливо необходимо, но это средство, это не цель. Вот прибыль должна быть такой. Предприятие не может двигаться без прибыли, оно не может развиваться, оно должно, из прибыли оно платит налоги, премии и так далее, и так далее. Ему прибыль обязательно нужна, но прибыль это средство для того, чтобы давать людям полезную, качественную, нужную продукцию. Но не цель. И тогда все станет на свои места. Ну а что является целью, мы уже стали много-много раз сказать. Да? И для предприятия тоже должна быть цель любовь. То есть нести людям полезную, нужную, им полезную. Не нам выгодную, а им полезную продукцию. То, что для них хорошо. Тогда вот возникает концепция сотрудничества. И эта концепция же известна уже 3000 лет. Называется она цель. Называется тело. В теле человеческом руки, ноги,
клеточки, они не ссорятся, они не делятся, они не воюют, у них нет конкуренции, у них есть порядок. Кто что делает и кто что получает. От каждого по способностям, каждому по потребностям. Каждому по потребностям. По потребностям. Вот съели кусочек хлебушка, он растворился, и организм распределил. Так, это в кости, это в кожу, это в мозг, это в почки, это в печень. Каждому дал то, что нужно. Вот так должно быть. Это при социализме был такой лозунг? Ну да. Только Бога не было, поэтому ничего не было. Только там говорили каждому по труду. Да, каждому по труду, да. А по потребностям это коммунизм. Ну, в принципе, наверное, и по потребностям и по труду, наверное, между этими не такая большая разница. Я не возьму сейчас рассуждать про социализм, потому что я в нем почти уже не жил. Но Господь нам дал такую экономику служения, экономику жертвенности, экономику любви. Что вы думаете? Коммунизм как раз о сотрудничестве-то и говорил, однако взял да и развалился. Почему бы тогда? А потому что забыл про духовность человека. То есть не забыл про его ложную духовность. Забыл про истинного Бога. А? Ну, в каком-то смысле да, только она была, ее может было больше, понимаете? Духовности может быть больше, может быть меньше, но она может быть правильной, может быть неправильной. Ее может быть было больше, но она была неправильной. Потому что она не вела человека к живому Богу. Какая польза человеку, если он весь мир приобретет и в душе свет увидит? То есть душа человека рассматривалась не как вот, ценность, которая идет за пределы этой жизни и встречается с Богом. Говорили о социальном бессмертии. Говорили о бессмертии в детях. Вот. Но о бессмертии в Боге же не говорили. Не только не говорили, а целенаправленно, силовыми методами боролись, закрывали, разрушали, расстреливали. А Бог не бывает поругали. Все равно. Просто у вас там был факт, который как раз показывает, ну, не то, что говорили, что достигнуть низкая изобретательная деятельность и, низкая изобретательная, да, и как бы низкая духовность. А выход есть какой-то из этой ситуации? Конечно. Ходить на воскресный православный веселье. Слушать Слово Божие. Молиться истинному Богу, ежедневно просить Его о том, чтобы Он приумножил в нашей душе любовь, нести свет окружающим людям, черпать благодатную силу в святых таинствах церкви. Ну и дальше. Ну и получается, от каждого члена общества зависит наша экономика, да? Это понятно. И только. Образом это нужно для молодежи, когда организовать. Молодежь. Как бы доносим. Как? Нет, правильная постановка вопроса. Мы доносим, ходим в школу, в вузы, в училище, где двери открываются, мы ходим. А что зависит от вас? От вас зависит следующее. Везде успеть не получается, и не везде получается прийти, потому что кто-то где-то говорит, что у нас есть люди разных вер, поэтому мы не можем нарушить их веру и так далее. Поэтому вы подходите к классному руководителю, где учатся ваши дети, ваши внуки, ваши племянники, и говорите: мы хотим, чтобы вот у нас в классе на классные часы хотя бы раз в год приходил священник, да, и рассказывал вот об этих вещах, о экономике, о слове, о любви, о семье и так далее. И давайте мы проведем такой общий классный час, чтобы были и родители, и дети.
Это можно сделать днем во время классного часа, это можно сделать вечером во время родительского собрания. Причем очень важно, чтобы были и родители, и дети вместе. Потому что, когда ты придешь просто детям рассказывать, они посидят, они послушают, у них душа запоет, потому что они услышат слово правда. Они придут домой, и, услыша скептическое хмыканье родителей, они тут же это все выбросят. А когда они увидят, что мама и папа сидят рядышком, и они посмотрят, как им воспринимают. Когда они видят, что папа и мама кивают, они скажут, все нормально, так надо жить. А мама с папой скажут, правильно вещи говорят. И потом через год, когда надо будет, допустим, когда они услышат, что сынок или дочка там матерком стали ругаться, да, они скажут, а ты помнишь, там приходил батюшка и рассказывал, как это оказывается вредно и для души, и для тела, и для экономики. Нельзя. И при этом он так скажет это слово нельзя, от глубины души, потому что он сам для себя понял, что нельзя. Он сам для себя уже решил, что это действительно нельзя никогда. Вот. И тогда ребенок скажет, слушай, точно нельзя. Учитель говорит, нельзя. Мама с папой говорит, нельзя. Батюшка говорит, нельзя. Наверное, точно нельзя. Вот. И все. И он решит, что нельзя. Тогда начнет искать Господа. Защитить Бога. Вот то, что мы можем сделать конкретно. И это немало, если вы возьмете вот даже конкретный какой-то класс и организуете, чтобы вот действительно, минимум, да, хотя бы раз в год, чтобы там была такая встреча. Какой-то выход, привести их на экскурсию. Кто это сделает как-нибудь? Ждать, пока это министерство сделает, или пока Конституцию поменяют? Так можно и 30 лет ждать и не дождаться. А мы и делаем, мы и начинаем. Вот. В той школе, где хочется мама. Вот одна мама услышала, подошла, договорилась, с учительницей договорилась, со священником договорилась и провела, организовала. Понимаете, вот такой вот подход. У Бога нет других рук, кроме наших. У Бога нет других ног, кроме наших. В этом мире мы, в Его присутствии, мы должны делать. Хотите, можно привести сюда. Если школа по каким-то причинам испытывает аллергию от того, что там появился человек рядом с Христом, то их можно привести в библиотеку, в музей. Допустим, детская библиотека Маршака у нас тоже так организована. Тут приходят ребята, и там на нейтральной площадке, чтобы никто не говорил, что это составили и так далее. То есть форм много, возможностей очень много. И лучше, конечно, самому понять это все и пересказать. Если для тебя это станет внутренним содержанием жизни, ты уже найдешь слова, и ты детям передашь. А если ты вокруг него еще создашь такую атмосферу, допустим, со священником что-то не получилось, ты же можешь сам прийти в класс. Сейчас учителя очень любят, когда приходят родители. И когда приходят родители и проводят классные часы, и они говорят, так, у нас сегодня придет мама, она работает, допустим, там, мама в ортопедии, да, вот она работает врачом. Вот она теперь расскажет о нем, как правильно беречь здоровье. И вы расскажете о здоровье, что вы еще расскажете о духовных аспектах здоровья, да, о том, что каждое лживое слово тебя от здоровья отодвигает, а каждое ласковое слово тебя, наоборот, делает веселее, а значит здоровее. Будет хорошо. А если вы потом еще и пригласите к себе, все тоже очень любят, это называется производственная экскурсия. Если берете класс, пускай не все, но пускай там будет 15 человек. И вы их сводите к себе на работу, там проведете, покажете, расскажете, тоже там кого-нибудь еще попросите на месте рассказать. И вот так и будет. И так и будет. И, знаете, есть такая поговорка, мы ее немножко усовершенствовали, говорят, нет чужих детей, есть окружение моего ребенка. А если, сейчас только я эту поговорку скажу. Нет чужих детей, все дети наши. Нет чужих детей, все дети наши. Поэтому надо воспитывать всех. Много можно сказать. Да. Исторически, вот как получилось, что в начале 90-х столько безнравственного правительство стало совершенно безнравственным. И в конце концов это и на народ перешло, и народ тоже. Как получилось вот это? Это получилось исторически 100 лет назад, когда решили обойтись без Бога, когда сознательно обозначили желание жить без Бога. И стали строить дом на песке. Господь говорит,
Вот тот, кто слушает и не исполняет, он строит на песке. Ветер подует, реки налягут и все рухнет. А когда рушится, было разрушение его веры. То есть великое разрушение. Вот это 90-е годы, это великое разрушение того, что было построено неправильно. Мы говорим, да, такое было государство, почти коммунизм и так далее, и так далее. Те же самые вопросы, 7 миллионов был. Понимаете? Все это знали, все с этим мирились, все это из бюджета все это оплачивалось, врачи этому учили. Ну вот, как может жить государство, которое приват собственность? Никак не может. Ну и таких вещей было много. Борьба была с Богом в школах, в детских садах, в обществе знаний, ездили, лекции, целая система лекций была. Потом к концу 80-х это поутихло, но как может устоять государство, которое сознательно борется против Бога? Ну не может помогать, пусть не помогает, но пожалуйста, Господь Иисус. В общем, да. Я хочу обратить внимание, я так бегло просто обозначу, уже не поясняя, какие экономические сюжеты надо в Евангелии увидеть. Вот то, что Господь полагается в ясли, то, что рождается в грядной пищи. Слова «не хлебом одним будет жить человек», а чем? Словом Божьим, да. Не творите милостыни ваши перед людьми. То есть милостыня должна быть не только милостыня, она должна быть еще и на показ. Хлеб наш насущный просим на каждый день. Жизнь человека не зависит от изобилия его имений. Ну, мы об этом сегодня много сказали. Просящим тебя отдай, хотящего занять не отвращайся. И грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратную стоимость. То есть надо давать тем, кто не сможет. Давайте, дастся вам. Два должника, там, по 550 динаров. Не собирайтесь все сокровища на земле. Вот такая важнейшая экономическая фраза. Собирайтесь сокровища на небе. Мы сегодня собираем сокровища на земле. Кстати, мудрые слова одного не нашего гражданина, я хочу вам показать. Знаете, настолько они глубокие и точные про сокровища на небесах и на земле. Когда Господь посылает апостолов, заповедует, почему Он говорит, ничего не берите с собой, ни хлеба, ни припоя меди, потому что если ты хочешь делать дела Божьи, ты должен надеяться на Него. Если ты будешь надеяться вот на сокровища, на богатство, на себя, ты не сможешь. Вот в этом плане это тоже. Марфа, Мария, да, Мария благую часть избрала себе. Горе вам, фарисеи, что даете десятину и забыли о любви и суде. Бесы в свиней вселились. Свиньи потонули, а люди попросили, чтобы он ушел. Как часто вот эти свиньи мешают нам встретить Христа. Это притча о сеятеле. Третье семя, которое не взошло. Обольщение богатства и заботы века сего заглушают, семя не дают плода, тернии, сорняки. Матфей, который оставил мытницу, последовал за ним. Закхей, Петр, который трудился, ничего не поймал. А когда Господь благословил, аж вытащил Господь. А пост, экономическое мероприятие. Отнимется жених и будет поститься в те дни. Скоро о субботе. Горе вам богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам пресыщенные. Кесареву, Божий Бог. Бедная вдова, которая положила больше всех. Вся от избытка, она от все, что имела. Нет никого, кто оставил бы дом и не получил бы ныне во 100 крат. Кстати, мы об этом сегодня не сказали, чуть-чуть надо пояснить. Иногда упрекают церковь, почему есть дорогостоящая утварь в церкви. Вот, позолота, иконы, облачения дорогие. А как это обосновать с точки зрения?
как конкретно, вот каким случаем это иллюстрируется? Да, большой любви, конечно, правильно. От большой любви, от большой духовности. На самом деле, кто показал такой пример и получил одобрение Христа? И Господь сказал, во всем мире они были сказаны. Мира, по-моему. Мир помаз мира, да. За 300 динаров ученики стали роптать. Не лучше было бы его продать и дать нищим, Господи, поставьте. Для меня сделал. То есть человеческое рассуждение, а есть Божье. Отдай Богу лучше, и он тогда можно так сказать. Если бы мы все так к Богу относились, вот отдавали, но лучше у нас бы не было, тогда и бедных, так и не надо было. Предательство Иуды, какие 30 лет. Довольствуйтесь своим жалованием, вольно говорится. Это коррупция. Это коррупция. То есть взяв, не берите, довольствуйтесь тем, что у вас есть, тем и довольствуйтесь. Иосиф плащаницу дает, пещеру дает, вода в вино превращается. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную. Мы много стараемся о пище, готовим, обсуждаем, рецептами делимся. Юноша богатый. Кто может спастись? Невозможно человека, невозможно Бога. Притча о злых виноградах, притча о званых на брачных, притча о свете, притча о немилосердном должнике, притча о талантах, притча о неверном домоправителе. Тоже экономическая притча. Вот, я об этом должен сказать. Сейчас еще притча о купце, ищущем хорошую жемчужину, притча о богаче и Лазаре, вот притча о неверном домоправителе. Дело в том, что сейчас, несколько лет назад, пошла такая тенденция повышения финансовой грамотности населения. Может быть, у кого-то из вас тоже коснулось. Это и детей в детских садиках, в школах, у них есть повышение финансовой грамотности. Это и касается людей всех возрастов. И на рабочих местах сейчас есть повышение финансовой грамотности. И в пожилом возрасте тоже есть специальные кружки. Идея там какая? Там пока нет четкой ценностной ориентации, но правильно брать кредиты, страховать свои риски, создавать вот эту подушку безопасности, как и деньги, там, на черный день и так далее. Не стать жертвой мошенников, то есть есть вещи принципиальные. Но если много об этом думать, то можно стать вот, слишком финансово грамотным. А как известно, тонет не тот, кто не умеет плавать. Обычно тонут те, кто думает, что они хорошо умеют плавать. Они не тонут. Поэтому жертвой мошенников становятся те, кто думают, что они все знают, и они жертвой мошенников никогда не станут. Но самая большая опасность то, что человек об этом будет думать и думать. И вот заболеет. как? И заболеет. Нет, забудет плохо. Мы как-то на защите выпускных работ в университете, там девушку одну спросили, она рассказывала, в какие акции надо вкладывать деньги. Там было много непонятного. Мы говорим, вы скажите проще, вот если у вас будет миллион, вы в какие акции вложите? Она говорит, ни в какие. Я говорю, почему? Она говорит, я видела, что это такое, и сидеть всю жизнь перед компьютером и следить за этими акциями. Я этого не хочу. Они живут этим. Да, лучше я отдам это дальним животным. Этот миллион. Ну, если немножко осталось. Вот. Поэтому с финансовой грамотностью надо быть осторожным в каком смысле. Да, нам Господь финансовую грамотность уже всю дал. Она все там не дала. Вот. Самый финансово грамотный – это неверный домоправитель, который что он стал делать? Он стал приобретать себе друзей, богатство неправильно. Все, что мы в этом мире имеем, это все богатство неправильно. Нами не создано, нами заложено Богу, все принадлежит. И самый хитрый, самый умный человек, который, пользуясь неправильным богатством, приобретает себе друзей. То есть раздает самый умный человек, который раздает. Он приобретает любовь, он приобретает тех, кто его потом ведет в вечные битвы. Подойдешь потом к Царству Небесному, они там тебя встретят, помогут тебе туда выйти. Вот финансовая грамотность. Должна быть духовная финансовая грамотность. Вот так. Поэтому останавливать мы ее не будем, просто ее надо напомнить Евангелие. Поэтому, когда ваши внуки, дети, родные придут и расскажут вам то, чему их учили на кружке профтрансляции, скажите, очень хорошо, прекрасно. Но я тебе скажу еще больше. Хоть Евангелие, церковь, и расскажите мне какой-нибудь из экономических Евангелий, про которые мы сегодня с вами рассказали. Ну и так далее. Книга Деяний полна таких сюжетов. Послание Иакова, послание Петра, все послания апостола Павла.
великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и в пагубу. Ибо корень всех бед есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим страданиям. Прекрасно. Это первое послание Тимофею. Мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает в раю. Так скажите своим детям и внукам, которых научат собирать себе богатство, если не сказать, хорошо. Давайте посмотрим, как собирать богатство. Мир пойдет, похоть, исполняющий волю Божию. Вот это то, что хотелось сегодня рассказать об экономике. И вот в завершение, это вот такие выводы по докладу, по презентации. Сейчас еще я напоследок покажу уже слова одной девушки. Самые мудрые слова об экономике может сказать не экономист. Потому что экономисты обычно воспитывают экономически, и он ее не видит. Он, знаете, он как в яму залез, и он не видит вокруг. А вот когда он вылезет из ямы, тогда он увидит, что на самом деле правда, а что на самом деле неправда. Эта девушка училась на врача. Поэтому простыми словами сказала он очень. Я считаю, что у многих людей в наше время поменялись ценности. Молодежь пытается построить карьеру, заработать миллионы, но это же не самое главное же. Карьера не будет ждать нас дома, не будет нас любить, поддерживать. Деньги не заменят близкого человека. Ими нельзя купить здоровье. Все же самое главное в жизни – это хранить тепло, любовь и трепетность к своему избраннику. Я очень хочу, чтобы создавались крепкие семьи, чтобы у каждого ребенка были любящие папа и мама. Так и написал в контракте. Сначала папа. Я сама сделаю все, чтобы есть такие. Что? Написано человеческим, нормальным, здоровым языком, а не экономическим, каким-то выдуманным, фантастическим. В людях там... Ну, а веры, да. Господь Бог там не рассматривается в этих словах. Да. Поэтому все-таки уже 17-й год. Это ведь не 10 лет назад. Это 10 лет. Согласен. И вы знаете, иногда о вере тоже пишут. Здесь есть воды воспитания, которые она получила. Здесь тоже помню. Ну, это же нормально. Может постеснялась, может пока еще не пришла. Некоторых бывает, что вот вам пишут о том, что вера, общение с Богом. Да. Поскольку этот отзыв, он был ориентирован на тех, кого хотя бы от земных богатств хотя бы к нравственным переключить, а потом уже духовно. Поэтому тоже не надо. Конечно, это не самое лучшее. Но все равно не так. Можно такой вопрос? Вот в Евангелии вот этот случай описан, когда Господь Бог дал апостолам поймать большое количество рыбы, 152 рыбины. Вот. Как это правильно понимать? Почему именно 152? Или просто? Нет, Просто почему то, что много? Потому что они, как очень много было дано сверх всяких человеческих возможностей. Это все как-то сохранить и там потом употребить и все прочее. Когда Господь Бог дает такое изобилие, которое явно превышает. И вот я немножко, может быть, я ошибаюсь, но это параллель с тем, что сейчас, допустим, стихат, да? Смотрите, Господь Бог сказал, что придите, ищите прежде Царство Небесное, Божие. Царствие Божие, а потом приложится вам. Да. И вот, знаете, сейчас, когда действительно церковь, она восстала, она все-таки развилась
ну, уже такого достаточно хорошего уровня. И вот что сейчас у нас с магазинами, с питанием людей творится. Так смотрите, изобилие всего наступило. И изобилие здорового питания сейчас. Все для этого есть. И продукты хорошие есть, и знания есть, всякие публикации, вся литература, и лекции читают, и все прочее. Вот как вот это понимать? Ну, я тут замешался не совсем. И вы знаете, сейчас уже то, что есть это, в магазинах, это уже всякое превосходит все человеческие возможности. Столько не съесть, да. Да. Вот. То же самое, что было вот там в случае с апостолами это вот произошло, когда Господь дал изобилие. Я так думаю, что это все-таки материальное изобилие. Вот как это все-таки понимать правильно? Профанация. Мне кажется, то, что дано было апостолам, это было дано, ну, во-первых, как нам вознаграждение за их труды, да, было дано материальное изобилие, но в первую очередь это был символ духовного, потому что они же были рыбаками, апостолы, то есть они должны были ловить души человеческие, ловить людей для Царства Небесного. И Господь им показал через это, Он показал их будущий духовный успех, что они пойдут, будут проповедовать, что там 5000 уверуют, 3000 уверуют. Он показал вот это. Нынешнее материальное изобилие в магазинах, мне кажется, оно материальное, но без духовного. Это как раз, когда оно становится не средством и не символом, а когда оно становится, ну, своеобразной целью такой. Потому что я духовный за ним почти никакой не усматриваю. Тем более отношения вот в наших таких магазинах, отношение к работникам, в каких условиях люди работают, какое у них вознаграждение, какие условия труда, не создается ощущение, что всем хорошо. А предприятие, если оно работает с любовью, от него должно быть хорошо всем. И поставщикам, и покупателям, и государству, и банкам. И всем с ним должно быть хорошо. Оно должно как солнышко, знаете, всем светить. А вот. Мне кажется, это прийти покупателям, конечно, ты увидишь, в каких условиях там работники находятся. Это, конечно, тоже ужасает, можно сказать. Человек не должен работать. Прибыль любой ценой. Путем этих пестицидов, всяких грязей. Да. Вот скажите, потом это, знаете, потом это гонка за вкусом. Гонка за вкусом. Бесконечные эти вот соусы, какие-то приправы, там что-то еще. Вот этот выбор какой-то ненормальный. Не нужен человеку столько большой выбор всяких копченостей, деликатесов и так далее. Мне кажется, это что-то вот излишнее. Воля Божья есть соизволение, есть попущение. Есть попущение. Поэтому если люди этого хотят, то Господь может им свободу дать, но Он ведь может потом их возьмить и наказать. Делай, что хочешь, но за все будешь отвечать. И такие истории, такие примеры в истории есть. Когда люди ели, пили, веселились, пришел потоп и всех погубил. Также и сегодня, может быть, это как раз показатель того, что вот зайдите в магазин с утра, да, и сравните, сколько людей находится там, допустим, в магазинах и находится в храме. Ну и сколько они там времени проводят. Вот даже можно так, сколько ты в неделю, допустим, посещаешь время хождения по супермаркетам и молитвы. И мне кажется, что здесь у нас перекос стоит. В целом. Я не говорю сейчас о тех людях, которые в церкви, все-таки очень маленькая часть. Тех, которые действительно стараются сознательно жить с Богом. Не просто помнят о Боге, а стараются исполнять исповедь. Вот слушающим и не исполняющим, подобным да? Не всякий говорящий Господи, Господи, Боже Царство. Вот слушайте, старайтесь исполнять. У меня, по крайней мере, душа, когда вот я захожу в силу необходимости в какое-то другое учреждение, по плодам их познать их, да? Вот у меня душа такой вот какой-то высокой, чистой, светлой радостью. Ну, необходимо это, конечно, беречь, но все равно вот этот гламур там очень ощущается. Сама идея, то есть он как бы магазин он создает такую иллюзию, что вот он, зачем тебе, да не надо ничего, ешь, пей, веселись, наешься, а потом уже и все остальное предложится тебе. Да? Вот
вот эта ложь нашего мира, почему дьявол дал Адаму и Еве, да, вот это яблоко, съешьте вы будете как Бог. То есть от еды будет ваше духовное преуспеяние. Господь говорит наоборот. Сначала духовное, а материальное приложится. А материализм говорит наоборот. Сначала материальное, а духовное приложится. Кстати, в этом была ошибка коммунизма. Там было много духовности, да, специфично. Но ошибка была такая, что материальное все-таки первично. Сначала надо все построить, сначала надо все создать, сначала надо все перекопать, а потом уже приложится. И это оказалось так. Ну да. Поэтому у нас даже, когда у нас магазины полны, мы перелистнем календарь, вспомним, что наступает Великий пост, возрадуемся этому и скажем, что приятно здесь. Да, сварим картошечки с родного огорода, капусточки квашеные, хлебушка отложим, хлебушку сам испеченный. И все. И оставим в магазине. Да? Заварим пиво, чаю, который сами насобирали летом. Что еще? Что, будем на этом заканчивать? Как-то очень обидно было сказано о медицине. Все же лет 50-60 тому назад, мне кажется, духовности было меньше, но медицина какая-то была добрее. Не было вот то, что сейчас. Вот почему сейчас... Поясните, хорошо, да, вы работаете в этой сфере. Ну нет, ну тогда вот, знаете, когда же те же аборты делались как-то, знаете, 5, например, в день. Все. То есть человек знал, что ты можешь не попасть. Или не было вот этих всех, то, что сейчас делают оплодотворение, да? Этого всего не было. Почему это сейчас? Хотя тогда духовности было меньше. А вы как это сами объясните? Я не знаю, как это объяснить, но как-то или они были благороднее, или честнее, или как-то или к делу относились. Ну, не знаю. Может, знаете, отчасти, наверное, еще старая закваска давала о себе знать. Но по инерции. Дело в том, что вообще духовные процессы, она ведь очень инерционная. Она так сразу не деградирует мгновенно. Она передается обычно еще 2-3 поколения. Ты так делаешь, потому что бабушка так делала. А почему бабушка так делала, ты не знаешь. Но она так делала, я должен так делать. А вот внук твой уже так делать не будет. Да, потому что ты сам не знал, и ты ему не объяснил. И еще есть один момент. Когда человек теряет вот это живое богообщение, да, когда у него, мы говорим, духовно-нравственно, духовность это вертикальное общение с Богом, нравственно это наше отношение к Богу. Когда он теряет духовность, забывает о Боге, отворачивается от Бога, у него вот нравственная сторона, она может на какое-то время даже немножко подрасти. Потому что ему идет такая, как бы сказать, компенсация. Душу-то надо чем-то вот напитать, и он может стать как будто вот излишне любезным, дополнительно внимательным. Понимаете, о чем я говорю? Да? То есть, то, что вот как раз это было такая вот порядочность, да, вот, там насколько тщательно следили там вот вообще за отношениями, за всем, в советское время, да. Мне кажется, это как раз этим связано. Но оно потом постепенно тоже начинает деградировать, потому что нравственность, она должна питаться духовностью, она оттуда черпает свои силы. Ты понимаешь, что человека надо любить все-таки не просто так, а потому что он образ Божий. В Боге его надо любить. А если нет Бога, то постепенно все равно люди они вот разделяются, и потом это все выплескивается, такой кризисный момент наступает, и люди вдруг расслабляются и начинают, еще вчера все жили вместе и дружно, да, а тут взяли за оружие и стали воевать. То, что у нас происходило в 90-х. Вот это показывает, что дом-то на песке. Да, даже Алексей Светланович говорится, и в 20 веке люди объединились и помогали. Да, война, конечно, свой отпечаток положила. Нет, я вроде не хотел сказать вообще именно про медицину чего-то обидного в плане медицинской этики. Я хотел говорить в целом о государственной политике, о том, что... Ну вот я говорю, что политика, наверное, нашей страны как-то... То, что нравственное воспитание врачей, это сегодня очень больной вопрос. И то, что приходится видеть, и то, что приходится слышать, это большая проблема. И глубоким воспитанием сегодня не занимаются. И когда смотришь на курящих девчонок возле медколледжа,
и слышишь их слова в свою спину, вот, и просто видишь уровень педагогов и врачей, которые сюда приходят. И, конечно, задумаешься очень намного. Так серьезно, мы серьезно их воспитанием сегодня не занимаемся, церковь тем более. Она как бы отстранена. То есть она вроде как в почете, но от реальной воспитательной деятельности она отстранена. Ну, первое, это что в семье дается все равно. Ну да. Первое, это семья, в принципе. И потом, по-моему, Нет, и то, все дается в семье. по-моему, можно сказать, он все-таки итоги войны. Церковь, она воспитывает, а они же должны это все детям передавать. Вот, которые... Ну да. Все-таки, мне кажется, итоги войны не подведены с точки зрения нравственности. Вообще вот, по-моему, там, если изучить вот итоги войны с точки зрения вот, человека, как она повлияла на русских людей, вообще на Советский Союз, не просто так, что бравурно говорили, или наоборот, а что вот реально, что, как эта вот война, она страшная была, повлияла на человека. А давайте сделаем это одной из тем нашей беседы. В этом году 75 лет победы, ближе к маю. Тема сложная, простая, я пока не очень Да, наверное, разбираюсь. Это очень интересно. Может, кого-то пригласили. Но это ведь было и не просто попущено Богом на нашу страну, война тоже была не просто так попущена. Хорошо, Тоже попробуем. надо, эта тема огромная. ну это как бы общие слова, а вот в деталях. Ну, в деталях, знаете, разговор на нравственность, что Тогда, может быть, что-то и откроется на будущее. Подготовьте, вам тогда задание. Не, я не историк, я кто у нас историк? не У нас справлюсь с историк. этой темой. Ну, хотя бы какие-то вопросы, как вы видите, что вас беспокоит? На кого Ну, вы как полагаете отец у меня ответственность? фронтовик. Ну, в общем, вот сейчас, чтобы Но подробности... это частный случай. Ну, вот, а сейчас случай Тут надо компетентного человека пригласить, действительно. пригласили. Ну, вы будете его тоже И участвовать. вот в филиале там есть люди, которые этой темой занимаются, Да, подумаю. но держат в секрете. Хорошо, приняли. Ну что ж, да, благодарю вас за беседу, простите, если что-то лишнее было. Пусть будет на пользу всем и нашим слушателям, которые были сегодня вместе с нами, участвовали. Пусть наша экономика будет человечной, и пусть она будет божественной, чтобы она всех нас не разделяла, не отдаляла друг от друга, не препятствовала, а помогала спасению человека, помогала нашему соединению с Богом, была тем малым, была тем мостиком, который нам Господь сегодня здесь, в нашем материальном мире, дал, чтобы служить Ему, чтобы познавать Его любовь и чтобы